продолжит наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Коротко о текущей ситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки выявлено 110 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске цифра остается порядка 62 человек. Необходимо обратить внимание, что основное количество и основной возраст выявленных в городе Якутске – это молодое поколение от 18 до 35 лет. В связи с чем еще раз обращаю ваше внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В Мегино-Кангаласском улусе 14 случаев. Ситуация сама по себе находится в полном объеме под контролем и введен ряд ограничительных мер в ряде населенных пунктов Мегино-Кангаласского улуса. Сейчас мы приходим к периоду, когда у нас вновь начинает открываться дорога. В связи с этим обращаю ваше внимание все-таки на достаточно всех жителей, которые будут ездить и через Мегино-Кангаласский улус, и, соответственно, самого Мегино-Кангаласского улуса, на необходимость сохранения вот этого достигнутого, более или менее санитарно-эпидемиологического спокойствия в Мегино-Кангаласском районе. В Вилюйском улусе у нас, и так же, как и в Сунтарском, зарегистрировано 7,6 случаев, соответственно, 5 случаев зарегистрировано в Ангвинском районе. В Кобяйском и Усялданском зарегистрировано по 4 случая. В Намском районе 3 случая, в Хангаласском районе 2. В Алданском, Оленёкском, Чурапчинском зарегистрировано по 1 случаю. За сутки проведено 1321 исследование на новую коронавирусную инфекцию. Всего у нас в республике за весь период пандемии обработано 1 102 384 теста. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент в республике достаточное количество вакцины. Уже в республику поступило в целом 196 084 дозы вакцины. Использовано у нас вакцины на 73,3%. Последняя партия 42 000 доз поступила 21 мая. Первую вакцинацию получили 143 468 человек, в том числе 34 893 гражданина старше 60 лет. Также продолжается у нас и вторая вакцинация граждан. Необходимо обратить внимание, что сегодня основной задачей является вакцинация, в связи с чем изданы соответствующие постановления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, а также непосредственно внутренние акты локального характера по всем учреждениям и ведомствам республики. Обязательность вакцинации предусмотрена сегодня в ряде учреждений, которые являются учреждениями, которые непосредственно связаны с людьми. Необходимо обратить внимание на то, что основными очагами в нашей республике, особенно в городе Якутске, остаются предприятия небольшого объема. И, соответственно, именно корпоративные очаги являются затем в последующем разносчиками, очагами для, соответственно, семейных очагов. Учитывая составы наших семей, количество заболевших увеличивается. Единственным способом сегодня предотвратить, остановить эту ситуацию может быть лишь только вакцинация. На настоящий момент на медицинских койках Республики Саха-Якутия в реанимационных отделениях находится порядка 70 человек. Необходимо все-таки более трепетно относиться к своему здоровью и, соответственно, помочь сегодня врачам справиться с этой ситуацией. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба, а мы идем далее. Вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот главные темы. Более 10 лесных пожаров зафиксированы на территории 6 районов. В Усть-Майском улусе задержан предполагаемый виновник возгорания. В поселке Кангаласы строится новый объект – школа-сад. Он даст толчок к развитию всего населенного пункта. Для тех, кто работает на земле, это почти как Новый год. Традиционный праздник первой борозды отметили в селе Алекминское.
На реках Якутии ледоход проходит спокойно. На реке Лени лед активно продвигается по территории Кобяйского и Жиганского районов. У Жиганска уровень воды 945 сантиметров, при критическом 1430. У поселка Батамай высота воды 991 сантиметр, при критической 1134. В ближайшие сутки ледоход достигнет границы Булунского района. На реке Колыме лед движется у Среднеколымского района. У Среднеколымска уровень воды 930 сантиметров, при критическом 1200. Ниже по течению поселка Колымская верхняя планка воды 672 сантиметра, при критической 1010. У поселка Зырянка уровень воды составляет 560 сантиметров, при критическом 850. На 5% подтоплена взлетно-посадочная полоса у аэропорта Зырянка. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровней воды. Тем временем 13 природных пожаров зафиксированы на территории 6 районов, из них локализовано 3. По данным авиалесоохраны, пройденная огнем площадь с начала наблюдения более 14,5 тысяч гектаров. Борьбу с огнем ведут 180 человек и 8 единиц техники. За сутки составлено 10 административных протоколов о мерах пожарной безопасности. Проинструктировано порядка 100 человек. Огонь в 10 километрах от населенных пунктов замечен в Нюрбинском, Чурапчинском, Горном и Татинском районах. А в Усть-Майском улусе установлен предполагаемый виновник возгорания. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании порубочных остатков на Доляне. Ночные заморозки ожидаются в республике в ближайшие дни. По информации Гидрометцентра России, температура воздуха до минус 6 градусов сохранится в Иркутской области. Холодная погода будет также на всем Дальнем Востоке, в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области. Ночная температура в регионах Дальнего Востока составит от 0 до 4 градусов тепла. В отдельных областях столбики термометров опустятся ниже нуля. По данным якутского УГМС, сегодня в Алданском, Нерюнгринском, Усть-Майском районах ожидается дождь, мокрый снег, местами сильный порывистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. В Хангаласском, Горном, Намском районах также прогнозируют усиление скорости ветра до 15-17 метров в секунду. Началась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. На период ремонтных работ воздушная гавань продолжит работать в штатном режиме. С 24 мая на строительно-монтажные работы закрыт участок полосы длиной 625 метров. Авиационное сообщение обеспечивают авиакомпании «Якутия», «Алроса», «С7», «Ир-Аэро» и «Уральские авиалинии». На расписание рейсов внутри республики реконструкция также не повлияет. Работы не скажутся на сборах и тарифах на аэропортовое, наземное и прочее обслуживание, включая терминальную обработку груза. После ремонта с октября аэропорт Якутск начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу с полной длиной 3400 метров. В поселке Кангаласы строится новый социально значимый объект – школа-сад. Он даст толчок развитию не только поселка, но и всей территории, включая Тор Кангаласы. Более подробно в материале Дмитрия Тымырова. В минувшую субботу глава региона Исай Николаев совершил объезд по социально значимым объектам, строительство которых ведется в Якутске и его пригородах. Особенное внимание глава уделил новому объекту в поселке Кангаласы. Здесь строят школу-сад. В рамках программы социально-экономического развития Дальнего Востока строится данный объект. Генеральный подрядчик Кинг-95. Контракт у нас был заключен в декабре 2019 года. Со сроками завершения в декабре 2021 года. Сегодня строительная готовность объекта составляет порядка 60%. Уже ведутся строительно-монтажные работы. Прокладывается электричество, вентиляция, наружная канализация и другое. В принципе, вопросов или проблем каких-то по объекту не имеем. Должны в этом году сдать этот объект. Ну и я думаю, объект станет одной из точек роста дальнейшего развития поселка Кангаласы. В будущем, конечно же, этот поселок получит новое дыхание, связанное и с работой территории опережающего социально-экономического развития, с возможным строительством суперкампуса для среднего профессионального образования на территории Кангалас. Видно, что уже сегодня работы идут по преобразованию поселка, ремонтируются улицы, сносятся аварийные дома. Ну и появление такого нового красивого объекта, конечно же, тоже даст новый импульс социальному развитию Кангалас.
По итогам осмотра объекта Айсей Николаев дал поручение ответственным лицам не сбавлять темпов строительства. А первому заместителю председателя правительства Якутии Кириллу Бычкову совместно с главой города Якутска Евгением Григорьевым дал поручение рассмотреть возможность восстановления спортивного зала «Шахтер» и дальнейшую эксплуатацию здания нынешней школы. И вот эту старую школу надо сразу эту точку развития села. Да, проработаем, внесем предложение. Хорошо. А двухэтажное здание общей площадью более 5000 квадратных метров должно принять юных канкаласов уже в следующем году. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Якутск. Организации в Амгинском наследии провели субботники на прикрепленных территориях. В Амге насчитывается 14 объединенных предприятий. По распоряжению главы в рамках месячника благоустройства проводят субботники по уборке территорий. Администрация наследия совместно с работниками налоговой службы, Дома народного творчества, Военкомата, Почты России, Центра занятости организовали уборку на территории свалки. В этот день собрали 7 кубов мусора. На сегодня по АМГ 14 организаций, объединенных организаций, которые вместе мы проводим и соревнования, и культурно-массовые мероприятия, а также мы разделили территорию амгинского наследия на 14 участков, по которым мы проводим ежегодно субботники. Наша территория местность Халбы. Почему Халбы? Да, у нас здесь рядом находится свалка, но бывает так, что вот ветер, коровы, лошади, собаку везде тащат, мусорят. Поэтому вот основную часть, где тут часть Халбы, направлена те команды, у которых наибольший состав. Арт-выставка студенческих работ колледжа культуры имени Макаровой состоялась сегодня в Доме дружбы народов. Фотографии и видеоролики в различных жанрах наглядно демонстрируют творческий потенциал студентов. Это практический материал для выпускных квалификационных работ. По словам преподавателей колледжа, каждый продукт уникален для студентов. Фото и видеотворчество, участие в такой выставке – большой шаг на пути к будущей профессии. Что, если сказать по их работам, то работы разнообразные, и работы, которые ребята представлены, они вынашивали все эти 3 года 10 месяцев для того, чтобы представить вот на последнем этапе. 19 студентов у нас выпускники этого года обучались, скажем так, в особенном режиме, и мы видим результат их работы, он не хуже. Да, и даже наверняка в каких-то условиях они выжили все свои ресурсы, которые имеют, были наработаны за эти годы учебы. Традиционный праздник первой борозды провели в селе Алекминское. На поле собрался коллектив компании «Кладовая Алекмы». Праздник открывает посевные работы в районе. Елена Фаст окунулась в атмосферу. 3-й год в селе Алекминском отмечают День первой борозды. Традиция, уходящая корнями в прошлое. А сейчас это день, когда начинаются посевные. Вот чтобы наши земледельцы и механизаторы, чтобы поехали уже таким хорошим рабочим настроением на посевную кампанию. Где будут первые работы произведены? Первая работа будет произведена на полях Кладовой Алекмы. Вот эти поля, вот верхние поля, которые сейчас в прошлом году мы отпарили, и здесь уже начнутся зерновые у нас. В Кладовой Алекмы готовы к работам. В этом году в планах посеять 259 гектаров кормовых. Это на 2 гектара больше, чем в прошлом году, и 81 гектар зерновых. Наличие 14 единиц техники Т-150, белорусы, Дайфен, прицепное, есть ГСМ и запчасти. В принципе, вот этих кормов, да, которые будут посеяны, должно хватить нам на будущий год на полностью зимовку скота. День это праздничный. Для тех, кто работает на земле, это почти Новый год, который, несмотря на все сложности, очень ждут. Не знаю, вот, что сказать. Для меня это как праздник. Да. Как думаете, каким год будет? Я сказать не могу. Нынче, наверное, жаркое будет. Жаркое будет. Это точно. Если нормально вовремя успеем посеять, все вырастет, а если опоздаем маленько, то... Сегодня звучат песни и поздравления, чтобы настроение на самые ответственные месяцы было, как и сегодня, солнечным и радостным. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.